Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Министерстве обороны Абхазии подвели итоги подготовки вооруженных сил за март. В Гагарской ЦРБ близятся к завершению ремонтные работы в отделениях реанимации, гинекологии и хирургии. В Росдраме прошел генеральный прогон искрометной комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские проказницы». Президент подписал указ о призыве граждан Абхазии на военную службу и увольнении военнослужащих, срок военной службы которых истек. Весенний призыв в армию пройдет с 1 апреля по 30 июня. На военную службу призываются граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия. В Министерстве обороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за март. Мероприятие прошло под руководством министра обороны Владимира Ануа с участием его заместителей и начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. В центре внимания руководства Минобороны результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. На подведение итогов особое внимание уделено поддержанию боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. Товарищ министр обороны, деятельность вооруженных сил Республики Абхазия в марте осуществлялась в соответствии с указаниями главнокомандующего вооруженными силами, президента республики и вашим решением. Основные усилия в работе командований и штабов на всех уровнях были сосредоточены на поддержании высокой боевой и мобилизационной готовности войск, качественном проведении мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, всестороннем обеспечении повседневной деятельности вооруженных сил. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач обозначены основные направления в работе органов военного управления по подготовке вооруженных сил, поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Особое внимание было уделено совместной с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации подготовке, что существенно увеличило потенциальные возможности по обеспечению военной безопасности Абхазии. В рамках заседания ветераны Отечественной войны народа Абхазии и вооруженных сил были награждены ведомственными медалями. Министр обороны Владимир Ануа, генерал армии Мираб Кишмари, генерал-полковник Беслан Свишба, генерал-лейтенант Адгур Гумба, генерал-лейтенант Лизберт Парцхологлы и генерал-майор в отставке Валерий Хакба награждены медалью генерал-лейтенанта Султана Сосналиева. Товарищ министр обороны, полковник Дармон для получения грамоты. Гарри Купалба, Заканбей Нанба, Слава Ангваб, Валериана Гумава, Рауль Амичба, Вахтанг Цукба награждены медалью генерал-лейтенанта Сергея Дбар. Милада Парула, Заур Кварчи, Абхазское телевидение. О результатах деятельности правоохранительных органов республики по вопросам выявления, пресечения, раскрытия и расследования хищения бюджетных средств и налоговых преступлений с 2020 по 2022 годы говорили в Генпрокуратуре, где прошло координационное совещание под председательством генпрокурора Адгура Агарба. С основным докладом выступил начальник управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Алексей Варданя. Он доложил о результатах деятельности межведомственной рабочей группы, созданной для более эффективной работы по выявлению нарушений в указанных сферах. Начальник контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Гиви Хорхумал рассказал о том, что рабочей группой парламента завершена выработка предложений по совершенствованию бюджетного законодательства, и в скором времени эти предложения будут рассмотрены в Народном собрании. По итогам совещания подготовлено постановление, которое будет разослано участникам координационного совещания с учетом замечаний и предложений. Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности усилена работа в части обеспечения эффективности деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений. Усилено взаимодействие между правоохранительными органами. На постоянной основе проводятся совещания по актуальным вопросам выявления нарушений в указанных сферах
и ответственности виновных лиц за допущенные нарушения бюджетного и налогового законодательства. Данное взаимодействие в полной мере позволяет достигнуть положительных результатов в указанных направлениях. В целях повышения эффективности взаимодействия контролирующих и правоохранительных органов по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию хищений бюджетных средств и налоговых преступлений между соответствующими структурами рассмотрен вопрос обмена информацией, в том числе обмен информацией с Министерством по налогам и сборам и Контрольной палатой. Генеральная прокуратура разработан проект соглашения с Министерством по налогам и сборам, изучен представленный Контрольной палатой проект соглашения, который после внесения изменений и дополнений был направлен на согласование в Контрольную палату. Указанные проекты соглашения о сотрудничестве и взаимодействии находятся на стадии согласования и подписания. Обобщена практика применения финансовых, административных, уголовно-правовых мер воздействия за налоговые и бюджетные правонарушения. Выработка предложений по совершенствованию бюджетного законодательства Республики Абхазия рабочей группой завершена. И в настоящее время предложения по внесению изменений в бюджетное законодательство в установленном законном порядке будут рассмотрены Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Также в целях исполнения постановления Координационного совещания правоохранительных органов Республики Абхазия 30.06.23 года был издан приказ Министерства финансов Республики Абхазия об утверждении порядка ведения учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей. Хотел бы отметить, что Координационное совещание правоохранительных органов Республики Абхазия непременно способствует усилению взаимодействия всех заинтересованных органов власти в укреплении финансовой дисциплины, недопущению использования бюджетных средств не по назначению и повышению роли контрольно-надзорных органов в обеспечении государственного финансового контроля. Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, академик РАН Иван Стилиди награжден орденом Махидзапша 3-й степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Джани. Иван Стилиди удостоен высокой награды за высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие здравоохранения, организацию оказания медицинской помощи гражданам Республики Абхазия. Следующим указом президента за вклад в развитие и популяризацию классического музыкального искусства в Абхазии органисту, профессору Алтайского государственного университета Сергею Буткееву присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Заместитель министра иностранных дел Абхазии Иракли Тужба встретился с замглавы МИД России Михаилом Галузиным. Обсудили актуальные вопросы в преддверии 60-го раунда женевских дискуссий, который пройдет 4-5 апреля. Они вновь подтвердили необходимость подписания Тбилиси юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Отметили, что ситуация в Галском районе и на госгранице остается стабильной. Подчеркнули, что необходимо создать условия для ее делимитации и демаркации. Задержаны граждане Российской Федерации, подозреваемые в сбыте наркотических средств. Изъяты наркотики в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Подробнее в оперативной съемке МВД. Двое граждан, подозреваемых в сбыте наркотических веществ, задержаны на территории центрального рынка города Сухум сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сухум в ходе реализации оперативной информации. Орлов Алексей Владимирович, 1979 года рождения, уроженец города Казань, гражданин Республики Татарстан и Российской Федерации, жительница Московской области Сорокина Евгения Андреевна, 1985 года рождения. В отношении данных лиц были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Так, в ходе проведения личного досмотра у гражданина Орлова в кармане носимых им брюк были обнаружены и изъяты 23 свертка, изолированные лентой красного цвета, содержащимся в них кристаллическим светлым веществом. У гражданки Сорокиной при личном досмотре были обнаружены и изъяты 19 аналогично заизолированных свертков, содержащимся в них кристаллическим веществом светлого цвета. После чего с участием задержанных было произведено обследование участков местности с ранее сделанными закладками.
По улице Иналопа в городе Сухум в местах, указанных гражданином Орловым, обнаружено и изъято 3 заизолированных свертка с белым кристаллообразным веществом. Еще 3 аналогичных свертка сотрудники милиции изъяли из мест ранее сделанных тайных закладок гражданкой Сорокиной по улице Чачпа и по проспекту Аяйра. Далее сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум в случаях, не терпящих отлагательств, было произведено обследование помещения по месту временного проживания граждан Орлова и Сорокиной. В результате осмотра личных вещей задержанных в чемодане, принадлежащем гражданину Орлову, сотрудниками уголовного розыска обнаружены и изъяты 158 заизолированных красной лентой свертков. Внутри находилось кристаллообразное вещество белого цвета. Аналогичное вещество содержалось в свертках, обнаруженных в полиэтиленовом пакете среди носимых вещей Сорокиной, а именно в женском топике. Всего из чемодана с вещами данной гражданки изъято 222 заизолированных свертка. По данному факту следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Орлова Алексея Владимировича и Сорокиной Евгении Андреевны по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, то есть квалифицирующими признаками которого являются незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Общая масса изъятого наркотического средства метадон составила 177,714 тысячных грамм. В отношении подозреваемых Орлова и Сорокины Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование по данному уголовному делу продолжается. 293 правонарушения в области дорожного движения выявлено в ходе рейда 28 марта. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений ПДД и повышение уровня безопасности дорожного движения, продолжаются. В результате проведенных рейдовых мероприятий 28 марта сотрудниками Управления госавтоинспекции МВД Абхазии совместно с подразделениями ГАИ городских управлений, районных отделов внутренних дел выявлено 293 нарушения правил дорожного движения. 24 административных протокола составлено за нарушение норм светопропускаемости стекол. Тонировочные пленки с автомобилей сняты на месте. 17 водителей отстранены от управления автотранспортными средствами и привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Автомобили помещены на служебные стоянки. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений ПДД и повышение уровня безопасности дорожного движения, продолжаются. В Гагарской ЦРБ близится к завершению ремонтные работы в отделениях реанимации, гинекологии и хирургии. Также больница оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. А для пациентов создаются комфортные условия. Работы проводятся за счет средств районного бюджета и частично от пожертвований местных предпринимателей. Все подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Гагарская центральная больница является главным лечебно-профилактическим учреждением района, в котором можно получить всю необходимую медицинскую помощь. В каждом стационаре есть несколько отделений, куда направляют больного с учетом его патологии и лечением. Занимаются специалисты, обладающие соответствующей квалификацией. Центральной районной больнице уделяется должное внимание со стороны руководства района. Делается все возможное, чтобы улучшить состояние отделений и оснастить необходимым оборудованием. Гагарская больница уже много лет нуждалась в капитальном ремонте. Порядка 30 лет каких-то серьезных работ не было проведено. Всю эту ситуацию, естественно, знал глава администрации района Юрий Львович. И в 2021 году, несмотря на то, что был тяжелый период в плане того, что было очень много больных с ковид-патологией, у нас было развернуто отделение на 50 коек. Было много пациентов, через нашу больницу прошло. И несмотря на это, работы были начаты. В 2021 году приступили к ремонту, полному капитальному ремонту реанимационного отделения. Отделение реанимации кардинально преобразилось. Здесь была заменена вся электрика и сантехника. Отделение также доукомплектовали необходимым оборудованием. На сегодняшний день в реанимации есть все, что нужно для работы с пациентами, а именно приобретены аппараты ИВЛ, новые системы наблюдения, инвентарь. Дальше эти работы они не прекращались. После реанимационного отделения приступили к
ремонту приемного покоя, приемного отделения. Работы были проведены в приемном покое не только там, где есть смотровые, то есть был капитальный ремонт травмпункта. Травмпункт оснащен необходимым. А дальше все эти работы переместились уже в гинекологическое отделение. Завершен капитальный ремонт и в гинекологическом отделении. Теперь здесь созданы условия, отвечающие современным требованиям. Во время работ была произведена перепланировка палат, чтобы появились непредусмотренные ранее душевые кабины и дополнительные санузлы. Есть палаты повышенной комфортности. Помимо ремонта, данное отделение оснащено современным оборудованием и медицинской мебелью. Далее приступили к ремонту хирургии. Сметная стоимость работ 42 миллиона рублей. Мы уже на счет строительной компании перевели около 12 миллионов рублей, а остальное поэтапно. Хирургическое отделение поделено на две ровные половины, значит, в одной части идут работы. Как обещают подрядные организации, в течение 2 месяцев закончится ремонт половины хирургического отделения. Также планируется уже в отремонтированное отделение закупить необходимое и медицинское оборудование тоже, поменять хирургические столы, лампы, и весь хирургический инвентарь обновить. Мы уже начали это частично проводить. Но к концу ремонта, я думаю, что все это уже будет сделано. Грузовой лифт больницы отслужил без малого 40 лет. Его ресурс уже был исчерпан. На выделенные средства из районного бюджета был произведен ремонт шахты лифта, а также приобретен новый лифт. Общая сумма затрат из районного бюджета – 2 миллиона 900 тысяч рублей. Также решена проблема с нехваткой автомобилей скорой помощи. Автопарк отделения пополнился еще одной новой единицей. В общем количестве машин составляет 7 единиц и 2 реанимобиля. Отремонтирована и сама станция скорой помощи. В полной мере в Гагарской ЦРБ работает и родильное отделение. Здесь также есть все необходимое для оказания акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности. Однако рождаемость в Гагарской ЦРБ за последние несколько лет значительно снизилась. В основном роженицы уезжают либо за пределы Абхазии, либо в Сухумский роддом. Вне зависимости от того, какой спектр медицинских услуг мы можем оказать. Мы оказываем плановую помощь, экстренную помощь, проводим оперативную деятельность. В этом смысле у нас все достаточно установлено. Получаем большую помощь от фонда медицинского страхования. В родильном отделении у нас пациенты не покупают никакие препараты, никакие вообще, даже в плане наркозных препаратов. Все, что рутинно нам необходимо, мы получаем все в достаточном объеме. Необходимо отметить, что в больнице остро ощущается дефицит кадров, не хватает врачей и медсестер. Администрация района со своей стороны готова оказать содействие в решении данной проблемы. К примеру, обеспечить жильем медиков на время работы в ЦРБ или привлечь специалистов, обучившихся в медучреждениях России, выходцев Гагарского района. За прошлый год обращений за лечебной помощью в наше учреждение было более 60 тысяч. При этом на сегодняшний день при положенном штате в 92 врача у нас на сегодняшний день есть 48. Вот как вы понимаете, то есть всю эту работу один врач ведет за двоих. А потом надо понимать, у нас тут объединение, то есть стационар, поликлиника. Не все поликлинические врачи, например, допустим, какие-то узкие специальности, они могут работать в стационаре по хирургии, по терапии. Поэтому есть очень серьезные сложности с медицинским персоналом. То, что от нас зависит, мы стараемся их найти, стараемся привлечь. Министр здравоохранения ситуацию эту мониторит. Неоднократно по этому поводу и совещание проводилось, и знают ситуацию. Но будем надеяться, что будет положительная динамика. Этот вопрос, который не может решаться на уровне района. Те процессы, которые непосредственно решаются на уровне района, они решаются достаточно быстро, оперативно. Вы сами видите, вот буквально за 2-3 года
у нас очень серьезно поменялся облик больницы. Благодаря финансовой поддержке администрации Гагрского района и за счет своих собственных средств стало возможным осуществление тех или иных работ. Это благоустройство территории основного корпуса медучреждения, ремонт кабинета офтальмолога, закуп современного оборудования и ремонт некоторых помещений аптечного склада. Также в больнице была заменена кровля на сумму 5 миллионов 378 тысяч рублей. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с участниками внешнеэкономической деятельности. Обсудили проблемы, связанные с перемещением товаров через абхазо-российскую государственную границу накануне курортного сезона. Отмечалось, что тесное взаимодействие таможенного комитета и предпринимателей позитивно отражается на реализации таможенной политики страны. Первое обращение Русдрама к Шекспиру. Уже 31 марта и 1 апреля на сцене Русского драматического театра имени Искандера состоятся премьерные показы спектакля «Виндзорские проказницы» по пьесе Уильяма Шекспира. Зрители ждут не только положительные эмоции, но и яркие декорации и костюмы. Режиссер постановки Антон Корнилов. Это 3-я работа Корнилова в Русдраме. Первые 2 – рассказ Мула Старого Хабуга и «В лучах». В спектакле занята вся мужская часть труппы. На генеральном прогоне «Виндзорских проказниц» побывала Гугуца Вардания. Дуэли, розыгрыши, ураганы страстей, любовь и смех весенним вечером в Сухуме. Это проказницы Виндзора на сцене Русского драматического театра имени Искандера. Замахнуться на Шекспира задача не из легких, но трудолюбивые артисты успешно с ней справляются. Брось шутки! Сейчас не до жиру, быть бы живу. А чтобы жить, нужны деньги. Короче говоря, я решил приударить за женой. Тихая, скучная, размеренная жизнь провинциального Виндзора, что в окрестностях Лондона, изменилась мгновенно и неузнаваемо. Стоило появиться в городе сэру Джону Фальстафу. Старый толстый рыцарь, обжора и жизнелюб за несколько дней сумел посеять смуту в добропорядочном обществе. Семейные ссоры, обманы, проделки. Оказавшись без пени в кармане, самоуверенный в своих внешних и душевных данных, главный герой пустился в сложную и совершенно несвойственную его природе махинацию. Притворился влюбленным сразу в 2 местных дам. За это и поплатился. Внушительное брюхо. Тело солнца над навозной кучей. Исполнитель главной роли Кирилл Шишкин признается, что Шекспира играть приходилось, но только отрывки, чтобы преподать студентам театрального вуза сценическое мастерство. А отношение к персонажу, которого он играет, вызывает только положительные эмоции, несмотря на все минусы героя. Ой, я его так люблю, это очень крутой дядька. Это рыцарь Фальстаф, который решил улучшить свое финансовое положение посредством того, чтобы закрутить романы, 2 романа со знатными особами, которые замужем. Вот. Но самое крутое в нем, я таким людям очень завидую, при всей своей, обзовем это, жирности. Но он, правда, он, ну, мягко скажем, некрасивый человек во внешнем смысле, да, как он, тем не менее, себя любит, несмотря на то, что он толстый, несмотря на то, что он, там, увидите, какой нос у меня будет и так далее. Вот, как он себя при этом очень любит и как он себя в этом мире ощущает, что вот он такой, естественно, красивый, все дамы у его ног. Профессиональные бездельники, мелкие плуты и сплетники. В комедии собраны все оттенки и все формы проявления человеческой глупости и нелепости. Персонажи готовы услужить за деньги кому угодно и чем угодно. В то же время «Виндзорские проказницы» – спектакль, который одновременно и заставляет громко смеяться и задуматься порой о грустном. Режиссер постановки Антон Корнилов. Это первое прикосновение к Шекспиру, и уже, наконец, замахнуться на Шекспира. И при выборе пьесы уже хотелось, учитывая, не знаю, какой-то дух времени или каких-то наших внутренних ощущений и понимание мое, и понимание руководства театра,
что сейчас, что нужно именно, к чему именно обратиться к Шекспиру, стало понятно, что надо именно комедию выбрать. И здесь уже просто пошли тем путем, во-первых, чтобы расходилось на труппу. Есть такая специфика, труппа небольшая, не всякая комедия пойдет. Нужно, чтобы распределение ролей – это очень важная вещь. Ну и плюс все-таки хотелось менее заезженный материал, выбрать что-то наиболее оригинальное, чтобы заинтересовало, потому что очень много 12-х ночей играется, «Сон в летнюю ночь» и так далее. А вот эта пьеса, как нам кажется, немножко такая, чуть, скажем, подзабытая, менее как бы известная, и хотелось бы как-то пойти здесь каким-то креативным ходом. Мы, естественно, хотели поработать с Антоном Корниловым еще раз. У нас есть 2 очень успешных спектакля с ним. Это «Рассказ мула старого Хабуга» и «В лучах». Причем они разные и по теме, и даже по типу театра, я бы сказал. По эстетике даже они разные. А вот что касается Шекспира, мне показалось, что Антон – это режиссер светлого начала. Вот у него, во всех его спектаклях есть ощущение человеческого тепла, доброты, света. Он такой человек сам. И вот в этом материале, в комедии Шекспира, при том, что это действительно смешной спектакль, и это комедия положений и все остальное, но там есть очень какие-то щемящие ноты человеческие, что-то такое о душе человека, о каждом из нас, что-то, что должно человека заставить все-таки задуматься, но в то же время как бы обнять его, немножко приободрить, утешить. Вот все это есть в Антоне как в человеке и как в режиссере. И потом все-таки он наследник традиции вахтанговской школы, яркой, такой масочной, выразительной, то, что называется театральностью. Спектакль «Виндзорские проказницы» сложный и постановочно, и актерский. Непрекращающееся движение на сцене, смена декораций, костюмов. И что самое главное, при этом артистам нужно непрерывно взаимодействовать друг с другом и не выходить из образа на протяжении почти 2,5 часов. Ведь это комедия положений. Знаете, меня на днях ранили в ногу. Это случилось как раз тогда, когда я защищал свою голову. Я фехтовал с одним мастером фехтования. Все время в действии, в таком живом, активном, ярком. Это спектакль, решенный, мне кажется, в традиции театра масок, дель арте. И там даже вы увидите эти накладные носы, которые тоже такую масочную историю привносят в это все, в это действо. И вот для актеров это уникальный спектакль. Для них там все возможности, вот, чтобы проявить себя. И в этом и сложность. В 1702 году драматург Джон Деннис сообщил в предисловии к одной из своих работ, что комедия Шекспира была заказана королевой Елизаветой. Об этом же спустя 7 лет писал поэт Николас Роу. Этот факт подтверждается местом действия, ведь королева любила проводить время в Виндзоре, который впоследствии стал постоянной резиденцией английских монархов. А сегодня частичка Виндзора перенеслась в Росдрам. Премьерные показы спектакля «Виндзорские проказницы» состоятся 31 марта и 1 апреля в 19:00. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» актерам Росдрама. За заслуги в области театрального искусства, высокое профессиональное мастерство, почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено Осману Абухба, Рубену Дипеляну, Серафиме Спафопула, Кириллу Шишкину. И в завершение выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 30 и 31 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу ночью и утром слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 16-21. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.